Если вы заметили, мы постепенно прощаемся с магазинами, которые еще вчера были главным местом покупки необходимых товаров. Я думаю, многие согласятся, современные торговые центры – это уже не шопинг. Это, скорее всего, проведение досуга современного горожанина, где можно других посмотреть и себя показать. Место для прогулок и развлечений, общественное пространство. Здесь фудкорты, кинотеатры, аттракционы, каток. Здесь многие предпочитают проводить свободное время. И вы знаете, мне кажется, мы незаметно превращаемся в городских человека-насекомых, которые могут существовать только под крышей супермаркетов и квартир-гнезд. О природе, об окружающем мире наши потомки, боюсь, будут узнавать только из гаджетов, а натуральные леса, поля, горы и реки скоро заменят голограммы в искусственных помещениях. И я нисколько не преувеличиваю. Я знаю уже сегодня немало людей, которые предпочитают жить в замкнутых экосистемах городов. Для них поездка за город – целое приключение. Скоро они перестанут выходить даже на улицу. Зачем? Ведь все можно заказать прямо на дом. Еду, товары и услуги. И этот рынок растет в геометрической прогрессии. Кто не догадался, мы говорим об электронной торговле, и в том числе о маркетплейсах. Сегодня это совершенно однозначно мировой тренд, в котором Россия объективно занимает одно из ведущих мест. Несколько цифр. По оценкам экспертов, к 2025 году мировой объем рынка электронной торговли достигнет 7,4 триллионов долларов с долей в обороте розничной торговли 24,5%. Россия входит в топ-10 стран по объемам онлайн-продаж и темпов роста e-коммерции. Внутри страны в лидерах Москва, Московская область и, конечно, родной Татарстан. Не хочется вас утомлять цифрами, но по всем объективным данным рост сектора электронной коммерции в республике все еще продолжается, и темпы впечатляющие. В 2022 году на рынок интернет-торговли вышло более 22 тысяч новых татарстанских продавцов. Из них свыше 4700 самозанятых. Общее количество предпринимателей в этом секторе по итогам прошлого года удвоилось и превысило 45 тысяч. Их выручка за год тоже увеличилась в 2 раза, превысив 50 миллиардов рублей. В чем секрет такого впечатляющего роста? Какие факторы влияют на развитие e-коммерции в Татарстане? Какие меры поддержки действуют? Ответы в нашем следующем репортаже. Если ему хочется, то, конечно, нужно попробовать. Я даже хочу расширяться, я мечтаю о том, что у меня будет отдельная мастерская. От их слов и улыбок так и веет доброжелательностью и позитивной энергией. Мы-то рассчитывали услышать про проблемы, бюрократизм, непомерные проценты по кредитам, а нам в ответ: да какие там барьеры, все у нас хорошо. Поддержка же есть всероссийская. Вот в Татарстане почему-то у нас поддержки больше. По сравнению с другими регионами, я когда делюсь с ребятами, вот с коллегами по лазерной резке, у нас есть чат, там ребята из разных городов России, я им говорю: вы что, там же вот можно на МСП зарегистрируйтесь, там вот такие поддержки получите. Они говорят: у нас нет. Это у вас, у татар все есть. В общем, к нам как-то так относятся с завистью какой-то определенной. Не нужно быть психологом, чтобы увидеть, что и Ирина, и Алина говорят абсолютно искренне. Так же, как и не нужно быть знатоком в экономике и в бизнесе, чтобы понимать, что свое дело не может развиваться совсем безоблачно, легко и просто. И тем не менее, подвоха тут нет никакого. Просто у этих бизнес-леди правильный, можно сказать, позитивный подход к бизнесу и трудностям. Все по классике. Они ищут не причины, почему не получается, а возможности, как сделать больше и лучше. Поэтому Ирина Махова делает акцент не на том, как трудно было найти соответствующее оборудование, а на том, как конкретно этот станок помог ей выйти на новый уровень в своем деле. Вот этот станок, который мне обошелся в 190 тысяч, за год он окупился легко. Ну как легко? Первые несколько месяцев это было, конечно, там знакомство с ним, попытки. Сейчас он просто работает уже на прибыль для вас. Да,
Да. Алина Сахибгараева не распространяется долго, как трудно было ее семейной ферме в пандемию, когда традиционные каналы сбыта не работали. А делится, как все изменилось в лучшую сторону, когда она с мужем занялась еще и производством особой муки, сока из экологически пророщенной пшеницы, а главное, вышла со своей продукцией на маркетплейсы. Такие возможности открылись для нас, что делай свой продукт, качественный продукт, довози их до маркетов, и они всю работу за тебя сделают. Это вообще сокращает такие статьи расходов, как не нужно свое помещение, не нужно своих продавцов. То есть все, пожалуйста, завези, а дальше уже делает маркеты. Есть такая услуга, помощь как раз по выходу на маркетплейсы. Ребята вот с Marketplace Легко, это прям команда такая классная. Они абсолютно бесплатно, получается, для предпринимателя, который впервые хочет выйти, делают снимку их товаров, до 10 товаров, оформляют полностью карточки, пишут описание. Вот у меня была менеджер София. Как она пишет? Я говорю, вы так написали, что я сама хочу это купить. Так вкусно, так хочется. Маркетплейсы и электронная торговля не просто очевидный тренд в экономике и улучшение качества жизни людей, особенно это заметно в сельской местности. Это еще и новые возможности для бизнеса. И, кстати, не только для производителей и продавцов товаров, но и, например, для транспортников, специалистов по логистике, рекламе и так далее и тому подобное. У нас сейчас снимает оператор, у нас снимают фотографы, у нас кто-то напишет релиз. Вот эти люди, они в сфере электронной торговли получают новый толчок для развития, потому что в интернете продается не товар, а его описание, его фотографии, его видео. Свыше 10 тысяч предпринимателей вышли на маркетплейсы только благодаря Центру электронной торговли. Цифры говорят сами за себя. По прошлому году оборот только на маркетплейсах, 5 маркетплейсах составил 50 миллиардов рублей. Ну, если мы говорим, что они на упрощенке, 3 миллиарда рублей, значит, в казне. Но не только налоги, это же еще и занятость. Поражают не столько достигнутые показатели по выручке и количеству селлеров, сколько динамика. Чтобы было понятно, в 2019 было зарегистрировано около 300 татарстанских предпринимателей на маркетплейсах. В 2023 их уже 54 тысячи. Барьер в виде количества пунктов выдачи заказов, особенно на селе, тоже преодолен. Рост в 2022 году на 41%, по числу объектов инфраструктуры на 44%, по количеству созданных новых рабочих мест на 22%. Татарстан стал первым в России регионом, где покрыты поддержкой все запросы предпринимателей. От размещения и продвижения продукции на маркетплейсах до бесплатных курсов по обучению. Да, маркетплейсы стали монетизировать продвижение, но на каждом маркетплейсе есть как платные, так и бесплатные каналы продвижения. И вот сейчас мы проводим, вот в текущий момент как раз идет образовательный форум-марафон, который называется «Проозон», где мы учим всех желающих именно продвижению продукции на маркетплейсе. Сколько еще продлится этот практически взрывной рост в электронной коммерции? Однозначно и точно вам никто не скажет. С одной стороны, доля электронной торговли по отношению к розничной в России растет невероятными темпами. В том году было 12%, в этом уже ожидают около 15%. Для сравнения, в Китае уже доля электронной торговли больше розничной и составляет 57%. То есть очевидно, что какой-то задел есть для тех, кто еще в России и в Татарстане размышляет над тем, с чем и как ему выйти на маркетплейс. Фотограф Рузанна Сосновская свой выбор сделала. Активный пользователь инструментов электронной торговли теперь и сама хочет стать сейлером, то есть продавцом. Соответствующие курсы она уже прошла. Если сделать, опять-таки, в первую очередь качественную съемку, изучить все подводные камни, то, в принципе, почему бы и нет? Это же как доп. Заработок, очень прекрасно. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов. 7 дней.